В последнее время, чем больше читаешь и анализируешь некоторые западные публикации, тем больше проникаешься уверенностью в правильности политического и экономического курса нашей страны. Вот как вам, например, такое суждение, к слову, достаточно распространенное в западных СМИ? Петербургский международный экономический форум показал, что Россия находится в изоляции. Ведь туда не приехали американские и европейские делегаты, а приехали представители Кыргызстана, Белоруссии, других стран СНГ, а также представители Китая, Индии, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Алжира, других стран Африки, ну и представители Латинской Америки. Удивительное и высокомерие, и лицемерие. Для понимания, страны объединения БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, по динамике экономического развития, ресурсному потенциалу уже превосходят страны Большой Семерки. Хотят это осознавать на Западе или нет, но факт остается фактом. Западный мир – это затухающие и нации, и экономики. Второе, о чем, на мой взгляд, тоже стоит сказать, для России это может быть и лучше, что надменных западных, в кавычках, партнеров на Питерском форуме пока не будет. Нам бы повнимательнее присмотреться к потенциалу нашего сотрудничества не только с Китаем, Индией, арабским миром, а в том числе и с нашими соседями, с тем же Кыргызстаном, Туркменистаном, Узбекистаном, Белоруссией. Для понимания, товарооборот Татарстана и Белоруссии около $1 миллиарда. После визита туда делегация республики во главе с Рустамом Миннихановым сразу объявили, есть возможность увеличить эту цифру вдвое, до 2 миллиардов, практически сходу. Даже не сомневаюсь, что эта планка будет взята в самое ближайшее время. При том, что мы и так имели очень тесные связи, успешные совместные проекты, практика показывает, нам есть где наращивать партнерство, взаимообогащать и укреплять друг друга. К примеру, Татарстан сегодня является признанным лидером не только в России, но и в странах СНГ по такому направлению, как работы под напряжением. Наша сетевая компания занимается РПН на системном уровне с 2009 года. С каждым годом не только увеличивая количество работ, но и усложняя технологию, расширяя ее возможности. Такие разные, такие завораживающие, такие прогрессивные эти работы под напряжением. Открою вам секрет, такие картинки вы увидите только в Татарстане и только в филиалах сетевой компании. Работы под напряжением на уровне 500 киловольт. Невероятное зрелище. На уровнях напряжения 0,4, 6 и 10, 35 киловольт. Почему такое не увидишь нигде? Во-первых, потому что наша сетевая компания единственная среди всех электросетевых организаций в стране имеет в своем составе объекты всех уровней напряжения от 0,4 до 500 киловольт. А второе и главное, нигде в России и даже нигде в странах бывшего СССР не выполняются работы под напряжением в таком объеме. На системном уровне в Татарстане впервые стали осваивать эту технологию с 2009 года. Первооткрывателями РПН стала бригада чистопольских электрических сетей. Это сегодня для сетевой компании работы под напряжением – это обыденное явление, а начиналось все в 2009 году, и тогда все было вновь. Чистопольские электрические сети, как родоначальники этого направления, бережно у себя в музее сохранили, как и с чего все начиналось. Вот первый журнал и первая запись о работах под напряжением 2009 года. Это фотография первой бригады РПН, а это специальные средства защиты. Вот тогда они выглядели именно так. Это наш первый трансформатор. Гости сетевой компании из братской Белоруссии не скрывают, они очень ценят, когда компания бережно хранит память о своей истории и своих достижениях, как давних, еще с советских времен, так и относительно свежих. У них это тоже принято. Но больше коллег из Беларуси, конечно, интересует передовой опыт Татарстана по проведению работ под напряжением. Первая бригада обучающихся из Беларуси уже побывала в Заинском центре, и стороны уже тогда договорились, что этот процесс будет развиваться на регулярной основе. У братьев-белорусов была еще одна настоятельная просьба. А сможете приехать со своей бригадой к нам в Минск и в Гродно и на месте показать, как производятся работы, как говорится, на земле. Генеральный директор сетевой компании Ильшат Фардиев заверил: приедем и очень скоро, ждите в гости. Мир без границ, я даже так бы назвал. В такой ситуации, когда мы говорим, люди вот больше общаются, там режим удаленки, нет, абсолютно этого не происходит. Здесь как-то, будем говорить, единение идет вообще. Тысячи километров не преграда. Бригада из нижнекамских электрических сетей Заинского РЭС уже в Минске со всем необходимым оборудованием, в том числе автовышкой с изолирующим звеном. От поездки в Беларусь остались только теплые впечатления. Очень приятно, очень тепло встретили нас белорусские коллеги. Мастер-класс от бригады Заинского РЭС. Ничего подобного коллеги энергетики не видели. Четкая и слаженная работа по замене опоры без отключения потребителей под напряжением 10 киловольт. Опора демонтируется,
Потом устанавливается новая опора уже в изоляции. Для убеждения, что линия не отключена, с собой брали указатель высокого напряжения, показывали что линия в работе. Мы должны учиться друг у друга. Чем больше мы это будем делать, тем больших результатов мы достигнем вместе. По результатам поездки в адрес татарстанских энергетиков пришла благодарность от коллег из Беларуси. Они отметили высочайший уровень профессиональной подготовки электромонтеров сетевой компании и выразили надежду, что работы под напряжением со временем станут активнее применяться и на белорусской земле. Для сотрудничества нет границ, зато возможности для роста безграничны. Это правило стало определяющим для сетевой компании и ее партнеров в России и по всему миру. В феврале было подписано ключевое соглашение со стратегическим партнером Татарстана компанией Россети. Федеральные коллеги давно и активно перенимают опыт республики, особенно в области РПН. Недавно представители сетевой компании из буинских электрических сетей обменялись опытом работ под напряжением с энергетиками компании Россети Юг. Энергетики из Татарстана с удовольствием поделились опытом по приглашению коллег на соревнования по профессиональному мастерству в Волгоградской области. Мы там начали показывать и замену изолятора, и замену подвесного изолятора, и с помощью шунтов замены плашного зажима алюминиевого. Там вот каждый день показывали разные работы. Для Татарстана такие работы уже стали привычными, в том числе во время проведения конкурсов профмастерства на полигоне в Тетюшах. А крепкий образовательный базис закладывается в другом уголке Татарстана, в городе Заинск. С момента образования центра у нас обучилось более 26 тысяч слушателей, из которых около 3 тысяч это исключительно методом работ под напряжением из 39 регионов страны. Сегодня специалистами филиалов сетевой компании, начиная с 2009 года, было проведено более 330 тысяч работ под напряжением, из них более 200 тысяч за последние 3 года. Сейчас передовой технологией в общей сложности владеют 163 бригады в компании, а это 635 электромонтеров. Среди передовиков по-прежнему специалисты чистопольских сетей. Недавно бригада из этого филиала сетевой компании впервые в России заменила дефектный изолятор подвесной гирлянды под напряжением 35 киловольт. Сам процесс замены занял не больше 30 минут, но ему предшествовала тщательная подготовительная работа, рассказывает заместитель главного инженера чистопольских электросетей Марат Сараруддинов. Ребята готовы к новшествам и участвуют в этих процессах. И эту работу невозможно выполнить без горящих глаз. Соответственно, те работы, которые выполняют, они подходят к этой работе с инициативой, с энтузиазмом. Так, почти 1,5 месяца ушло только на изготовление изолирующих рукавов. Специалисты татарстанской компании «Эрвольт» выбирали рецепт смеси для заливки в подготовленную форму. Нужно было, чтобы она обладала соответствующими диэлектрическими свойствами и имела необходимую пластичность. На мне сейчас часть снаряжения электромонтера, который работает под напряжением 35 киловольт. Это вот специальная диэлектрическая перчатка. Даже пальцы сжимать сложно, не то что работать. И изолированный рукав специальный. Представьте себе, что работать приходится и в жару, и в холод, на высоте, плюс еще все снаряжение, обмундирование, оснастка. Насколько это сложная и тяжелая работа? Готовились не один день, средства защиты тоже все готовилось, все испытывалось. С непривычки тяжеловато, да, тяжеловато. Но потом человек все-таки свойственен ко всему, привыкать, и поэтому, когда часто работать начинаешь, ты уже привыкаешь к этой изоляции. Важно отметить, что вместе с активным внедрением РПН в Татарстане параллельно были запущены различные производства малой компании по изготовлению инструментов, оснастки, специального оборудования. Мы уже упоминали про зеленодольскую компанию «Эрвольт», а это еще одно уникальное снаряжение, разработанное саратовским производителем компании «Сектор Энерго». Впервые в России производятся работы по мойке действующих энергоустановок 10 киловольт без отключения потребителей. Эффективное снаряжение, то есть некоторые недочеты, мы на них укажем, конечно же, производителю. Я думаю, что производители доработают, и в конечном итоге мы получим готовый хороший продукт. Методы работы под напряжением заинтересовали и нефтяников. Для них подобные технологии особенно актуальны, ведь электрооборудование, установленное на скважинах, нужно регулярно обслуживать, проводить плановые работы. При этом останавливать добычу нефти нельзя, значит, нужно обеспечить бесперебойное электроснабжение. Нефтяники, зная о том, что сетевая компания освоила работы под напряжением без остановки оборудования, обратилась к ее специалистам. Итогом стало подписание соглашения. А недавно совместно с нефтяниками энергетики обеспечивали бесперебойное электроснабжение хода строительных работ кампуса Высшей школы нефти в Альметьевске.
Выполняя совместную работу под напряжением с коллегами Татнефти, мы не остановили учебный процесс студентов, а также дальнейшее строительство самого кампуса. Ведь основная задача энергетиков состоит в беспрерывном электроснабжении потребителей. Тимур Бекмурзин, Владислав Поташников и Александр Лобанов. 7 дней.